Каждый раз я выхожу сюда, я чувствую то, что все начинается с наркотиков. Но я это не могу изменить, это часть моей истории, это часть того, что произошло в моей жизни. И я благодарен Богу, то, что я не остался в этих наркотиках, я не остался в своих зависимостях, но 5 лет назад Бог сделал чудо в моей жизни. И Он не сделал это сам как-то просто пришел, пнул меня, и я такой святым стал. Но Бог, Он начал касаться меня, Он начал призывать меня, звать меня. И потихоньку, через какое-то время, я даже не знал этого, наверное, я просто какие-то вещи происходили до этого, которые привели меня к тому моменту, где я просто полностью сдался, встал на колени, упал перед Ним и сказал: все, я больше не хочу жить вот этой жизнью. Все, что я могу сделать, это реально тратить $300 на наркотики в неделю. И я не могу жить хорошей жизнью, я не могу жить без Него. И Бог призывает каждого из нас, Он хочет изменить каждого из нас. Во время прославления я тоже вспоминал вот этот момент, то, что когда я молился в тот день, до того, как я принял Его окончательно, раньше были времена, были моменты, когда я принимал Бога, я даже на служении поднимал руку, когда там говорили: примите, кто хочет принять Иисуса в свое сердце. Я там его принимал, я не знаю, сколько раз я его принимал, но каждый раз я думал, принимаешь, а потом что-то не происходит ничего, и ты все равно выходишь и продолжаешь жить своей жизнью. Как-то я слышал такую цитату от кого-то, типа: не говори мне прости, если ты сейчас опять сделаешь то же самое, за что ты просишь прощения. Потому что, значит, ты не на самом деле просишь прощения. И также я с Богом делал долгое время. Просил прощения каждый раз. Но потом, спустя какое-то короткое время, я возвращался, я выбирал свой грех. Я не выбирал побеждать с Богом вместе, с Его Словом, но я просто его принимал потом уходил и даже не открывал Библию. Мне кажется, я первый раз открыл Библию в 19 лет. Когда после того, как я покаялся, я начал псалмы читать. До этого я открывал 1 главу от Матфея, прочитал там родословие, генеалогию, такой, закрываю. А Бытие пытался, и там, пока Бог сотворил весь мир, уже ты там, и все. Это был мой опыт со Словом Божьим, но это, конечно, ужасно, но слава Богу за то, что Бог есть, то, что Он меняет нас, то, что Он может самое печальное, самое непонятное изменить полностью и сделать что-то классное. Бог обращает все во благо любящим Его. И то, что нам невозможно, то, что человеку невозможно, Ему возможно. И с Его помощью все возможно. Поэтому сегодня я хотел чуть-чуть поделиться об этом. Бог говорит то, что да, у нас жизнь, она не всегда простая. Не всегда у нас все легко идет. У нас там могут войны происходить какие-то, у нас могут финансовые проблемы быть, долги какие-то, у нас семейные проблемы могут быть. Куча проблем в этой жизни, в этом мире, но Бог, Он не оставляет нас в этих проблемах, и Он никогда не задумал, чтобы мы просто сами жили в этих проблемах, сами все это решали, а Бог призывает нас именно смотреть на Него, искать Его во всех этих ситуациях, и при этом не просто смотреть, Он еще и призывает нас побеждать вместе с Ним. Нам не стоит зацикливаться на себе, нам не стоит смотреть на себя только, но поднимать наши глаза вверх. Самое печальное, что может произойти в нашей жизни, если мы навсегда останемся людьми, которые и Бога приняли, и эту любовь Божию пережили, и родились заново, но при этом мы продолжаем смотреть на себя только. Ты будешь самым печальным человеком, если будешь смотреть на себя просто. Я знаю то, что у меня куча проблем было тоже в жизни, как и у всех у нас. И что говорят в нашем мире? Психологи говорят, надо посмотреть, найти в себе, надо просто зациклиться на себе, надо спортом начать заниматься, надо витамин D употреблять. Просто витамин D 1000 миллиграмм в день употребляешь, и все, депрессия уйдет, ты сразу начнешь себя чувствовать хорошо. Но это на самом деле ложь. Это может чуть-чуть помочь, конечно. Я уверен, что есть какая-то суть, есть какая-то польза в тех вещах, которые, может быть, и доктора говорят, конечно же, и какие-то еще люди. Но это никогда не будет полноценным чем-то. Потому что в каждом человеке есть дыра огромная. И эта дыра — это грех, это то, что мы независимы от Бога. И есть единственный способ, как мы можем вернуться, как мы можем жить этой полноценной жизнью, это вернуться к Богу
и принять то, что Он имеет для нас. И это не будет тоже таким щелчок, ты принял Иисуса, и все стало хорошо. Иногда нам нужно какие-то вещи пройти, иногда нам нужно победить какие-то вещи. Есть очень классное местописание, это Евреям 12 глава. Там написано то, что будем непрестанно смотреть на Иисуса, от начала до конца наша вера зависит от Него. Он ради предстоящей радости перетерпел смерть на кресте, пренебрегши позор, и сейчас сидит по правую сторону от Бога, от Божьего престола. Я на этой неделе тоже думал об этом, смотрел на это местописание, читал его, размышлял о нем. Если мы будем смотреть на себя, то когда мы будем на Бога смотреть, когда мы будем на Иисуса смотреть? Смотреть на Иисуса, вот то, что мы делаем в воскресенье, то, что мы делаем во время поклонения, то, что мы делаем в наше свободное время, когда читаем Писание, когда молимся, когда не зацикливаемся на себе, это как раз вот смотреть на Иисуса. Он уже сделал, там написано то, что Он перетерпел смерть на кресте, Он уже позор перетерпел, и сейчас Он на престоле. Сейчас Он царствует на небесах, и мы можем тоже царствовать с Ним. И это не нагло, это не гордость. Гордость — это не брать Божие обетования и просто взяться за них и говорить: вот, я буду это провозглашать, я буду царствовать с Богом, я буду на небесах с Ним, я буду преодолевать. Это не гордость. Гордость — это наоборот, когда ты знаешь то, что Слово Божие — это истина, но ты выбираешь: я лучше буду страдать, я лучше буду на себя смотреть и все время жалко себя чувствовать, все время ходить в унынии, в депрессии, потому что нельзя быть слишком уверенным, брат. Там нельзя, это гордость, ты там не знаешь, что завтра будет, как ты можешь планировать. Там в Писании написано: не говорите, что вы будете делать через неделю, через месяц, надо там страдать чуть-чуть. Странное толкование этого стиха. Это вот то, к чему Бог нас призывает, я верю. Именно брать Его Слово и держаться за Него. Как это Слово для меня. Это не Слово там для кого-то еще, а это именно для меня Слово. И таким образом мы можем перестать жить в наших проблемах. Когда ты смотришь на себя, вот у нас сейчас откроешь Инстаграм, там просто очень много мусора, очень много вещей, которые там из новостей, из какие-то люди делятся какими-то вещами. И ты когда только этим наполняешься, когда ты только читаешь это, когда ты только размышляешь об этом, насколько все плохо, насколько мир там идет куда-то в плохое место. Когда ты смотришь только на это, и ты фокусируешься на этом, то ты не смотришь на Иисуса, ты смотришь на то, что в этом мире. Бог призывает нас очень трепетно относиться к тому, что вообще входит в нас, на что мы смотрим, на что употребляем, слушаем. Потому что сейчас тоже в последнее время это не популярно. Сейчас даже в христианстве, даже верующие люди 20 лет назад и сегодня многие, такое у нас прогрессивное христианство есть, где уже почти все можно. Уже все нормально, главное покаяться, главное исповедовать Иисуса. Да, главное быть добрым, может быть. Но я не знаю, как это может быть, потому что если ты исповедуешь Иисуса, и Его Дух в тебе живет, ты не понимаешь, это грязь, это вообще неправильные вещи. Это не то, что тебе надо делать. Я тоже когда-то обольщался, то, что я реально курил траву, опять, простите. Я жил совершенно безбожной жизнью во всех своих вещах, но при этом я попадал в церковь, потому что у меня семья там, меня мама иногда заставляла в церковь ходить. И я попадал в воскресенье, и я искренне думал, я верю в Иисуса, я верю в Бога, и там они же говорят, кровь Иисуса, она грех отменила весь, поэтому я уже не под грехом, я уже свободен, я в Царство Небесное попадаю. Я наследую Царство Божие, поэтому у меня такой мир был, то, что я могу и грешить, я могу там не отказывать себе ни в чем, но при этом я могу попадать раз в неделю в воскресенье в церковь, и я освобожден от греха. При этом все равно ты живешь в депрессии, в своих зависимостях, ты жалкий человек. Поэтому я верю в то, что Бог призывает нас очень следить за этим, и не смотреть на себя, смотреть на Него, поднимать глаза на Него. И вторую вещь, которую я хотел сказать, как мы можем больше узнавать о Боге, как мы можем больше развивать нашу веру, отношения с Ним.
мы можем это делать через Слово Божие. Ведь Слово Божие живет и действует. Оно острее, чем любой обоюдоострый меч, и проникает в самые глубины нашей сущности. Туда, где проходит граница между душой и духом. До суставов и костного мозга. Оно судит мысли и сердечные побуждения. Ничего во всем творении не скрыто от Него. Перед Ним все обнажено, и глаза Его видят все. Ему мы дадим отчет. Там интересно, я раньше не замечал этого, то, что все начинается с Слова Божьего, и оно с маленькой буквы написано. Ведь Слово Божие живет и действует. Ну, понятно, там все про Слово говорится, про Писание, а потом во второй части, которую прочитал, там написано «Ничего не скрыто от Него» с большой буквы. Там написано то, что перед Ним, опять с большой буквы, все обнажено, и глаза Его, опять большая буква, видит все, и в конце тоже «Ему мы дадим отчет». То есть я как понимаю, я могу быть неправ, но как будто Бог, Он себя не отделяет от Своего Слова. Так же, как и я, например. Если я буду молчать, если я буду просто стоять и ничего не говорить, вы не будете знать, кто я такой. Вы будете просто знать, как я выгляжу. Вы будете знать, что во мне живет, чем я живу, как я думаю. Так же и Бог. Если мы заглядываем в Его Слово, мы можем видеть, кто такой Бог, как Он живет, какие у Него цели, какие у Него драгоценности, как Он хочет, чтобы мы жили. Мы не можем быть верующими, нормальными верующими, если мы не будем заглядывать в это Слово, если мы не будем постоянно пребывать в нем. Мы все всегда общаемся с людьми, и часто замечаешь то, что люди ходят в поражении в каком-то. Сейчас депрессия — это такая модная, популярная вещь, и это ужасно, но вот почти каждый второй человек в депрессии. И не только там в мире, в церкви, я имею в виду, даже часто бывает такое, что люди, они ходят в унынии, они не знают, ничего не знают, они не знают, что завтра у них будет, как жить им. Ну, если люди честно начинают делиться, они говорят, вот у меня депрессия, я не знаю, что делать с депрессией, мне всегда грустно, я не могу радоваться, я не могу побеждать. И я тоже очень долгое время ходил в своей жизни под вот этим давлением, вот такого депрессивного состояния, какого-то отчаяния, какой-то грусть какая-то. Опять же, смотрел на себя все время. Ты все время сфокусирован на себе, ты все время в своих чувствах думаешь, просыпаешься, и вот ты как-то неправильно себя чувствуешь. И вместо того, чтобы идти и сразу Слово Божие открывать и провозглашать, и как-то сражаться с этим, ты устаешь, и ты начинаешь... Как бы это все на тебя давит, но ты занят, тебе там надо на работу идти, тебе надо с семьей общаться или еще что-то. И ты просто день за днем, и вот так ты можешь годами, я не знаю, первые несколько лет своей христианской жизни, я не знал, что реально я могу... Какие-то вещи Бог, Он по благодати делает, Он свою силу проявляет. Ты даже не мог избавиться от чего-то, Он как чудо произошло, там какие-то победы, какие-то избавления. А другие вещи, ты думаешь, ну вот, чудо должно произойти, и ты все ждешь чуда, но ты на себя не берешь ничего, ты сам никак не содействуешь этому. В последнее время я очень часто начал видеть в Писании, и в церкви мы тоже говорим о том, что побеждающий наследует все. Я тоже заметил то, что вот это Божие действие с нами, или вообще как Бог делает что-то с нами, это не так, что Он просто что-то делает, а мы сидим пассивно и получаем все, и как-то все меняется. Он дает благодать, Он открывает какие-то вещи, но потом Он призывает нас. А ты теперь иди и сделай какой-то момент. Ты теперь побеждай. Недавно читал Евангелие от Луки. Там в какой-то главе помните эту ситуацию, когда они в лодке, и они начали плыть, и шторм начался сильный. И ученики... Иисус спал, Он заснул в этот момент. Я не знаю, как Он спал, там, если шторм, если там лодка водой заполняется. Это плохая ситуация, это не какая-то там просто чепуха. Ну ладно, я не знаю, что должны сделать были ученики, там просто видеть, как водой заполняется лодка, такие, он же спит, типа, все нормально будет. Но это естественная реакция, что они начали паниковать, все плохо, у нас шторм, мы погибаем, они его, я уверен, там потрясли немножко, говорят, почему ты спишь, мы умираем, тебе не важно, что мы умираем, все, конец. А он встал, он сказал ветрам, сказал вот этому урагану успокоиться,
И просто настал покой. И потом, после того, как это произошло, Иисус обращается обратно к своим ученикам и говорит: где ваша вера? И это так прикольно мне было. Я читал это и думал: прикольно. Ну, насколько далеко вера должна, как бы... Да, то есть ты уже там все, уже вода, там ты уже это, такой уже все, там поднимается, тебе дышать нечем, ну ты такой: все нормально будет, все хорошо. Но он реально, он им сказал: где ваша вера? Я так задумался, мне пришлось посидеть, подумать, даже помолиться и сказать: а вот что они должны были сделать реально, Господь? Они должны были просто тебя не будить, не трогать тебя, такие: ну, все будет. Это слово мне, как говорило в мою жизнь, мне как будто Иисус вот из страниц вышел, и мне просто говорил: где твоя вера? И не в целом, а в каких-то вещах. У каждого из нас есть какие-то проблемы, есть какие-то ситуации. Мне, если честно сказать, мне легко Богу доверять в финансах. Например, я вообще не переживаю так сильно. У меня там может какая-то даже нехорошая ситуация произойти с финансами, но почему-то я всегда такой: все будет. Все, Бог всегда восполнит, Бог всегда поможет. Но потом есть другие сферы, где тебе особенно сложно верить или побеждать. И мне вот в этих сферах Иисус как будто говорил: а где твоя вера? Римлянам 10, 17 стих, то, что и так вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Я в тот момент понимал то, что если у меня не хватает веры в каких-то вещах, или если мне сложно верить, то это значит, что Божьего Слова во мне нету в каких-то моментах. Если тебе не хватает веры в какой-то сфере, выписывай все, что Писание говорит по поводу этому, и начинай читать это, провозглашать, вникать в это, и потом это будет меняться. Я вот эту практику для себя взял, я выписал какие-то сферы и нашел все, что Писание говорит. Ты даже еще не начинаешь провозглашать это, ты просто даже выпишешь пока все, что Писание говорит об этом. Пока ты все это выписываешь, ты там столько времени потратил на это, что оно уже в тебе жить начинает. Даже не так сильно пришлось трудиться. Мы наполняемся Словом Божьим, мы его принимаем, мы не смотрим на себя, мы смотрим на Бога, поднимаем наши глаза на Него. И как будто есть такая потом следующий момент, это многие люди с депрессией сражаются, или многие люди с какими-то проблемами сражаются. Нам не стоит быть пассивными в этом. Прикиньте, вот в нашей церкви сейчас был кто-то, кто сейчас орал, толкал там кого-то, там пинал людей, и мы бы все просто сидели спокойно, не смотрели, не обращали на это внимания, такие: не, пусть будет, пусть здесь остается. Типа ничего страшного. Враг тут какой-то ходит, там пинает всех, там прикалывается над всеми, и мы просто пытаемся в уголок уйти в один или в другой, чтобы нас, главное, не трогал. В нашей жизни тоже мы допускаем какие-то вещи, которые нас мучают, которые крадут наш мир, которые издеваются над нами, но мы как-то устали. Насколько можно уставшим быть, что такого человека не выгнать, что-то с ним не сделать? Я думаю, то, что нам стоит, как Иисус говорил, бодрствовать, вставать и не допускать врага в нашей жизни, не допускать дьявола, не допускать лжи в нашей голове, потому что это будет мучить нас. И я верю в то, что не только это для нашего блага. Я верю в то, что у Бога есть план большой для церкви, для людей Божьих. И если мы не сразимся с врагами нашими, если мы какие-то вещи не победим, то мы просто год за годом будем младенцами, мы год за годом будем просто мучимыми людьми, дьяволом. Кто хочет так жить? Я думаю, никто не хочет год за годом просто сражаться с теми же проблемами, в тех же вещах быть. Но и Бог тем более не хочет этого. Но Бог, Он не придет сам, как я говорю, вот пнет тебя, и все, вот благословение в тебя входит, и ты бесстрашным становишься, или там коснется, ладно, пнет. Но к тому, что там ничего такого не произойдет сверхъестественного, что ты внезапно станешь победителем, ты внезапно, все твои враги уйдут. Но это наша часть, это то, что Бог приготовил для нас. Какие-то вещи Бог говорит, например, смиряйтесь. Он не говорит, там, просите о смирении, Он говорит, смиряйтесь. Он говорит, молитесь. Он не говорит там, молитесь о том, чтобы я молился за вас. Он говорит, молитесь, смиряйтесь, побеждайте, сражайтесь. 1 Петра, 5 глава, там 8-9 стих. Там после смирения, там до этого написано немножко о том, как нам нужно покориться Богу, смириться под Его могучую руку и отдать все наши заботы Ему.
И потом там написано то, что будьте бдительны и бодрствуйте. Ваш враг дьявол бродит вокруг, как рычащий лев, в поиске жертвы. Будьте тверды в вере и противостойте дьяволу, помня, что по всему миру ваши братья терпят такие же страдания. То есть Бог, Он говорит, противостоять дьяволу. И как мы противостоим ему? Мы там не берем меч какой-то или какой-то пистолет, и там идешь дьявола искать. Вот, сейчас я тебе противостою. Мы не таким образом сталкиваемся с этими проблемами. То есть нам Бог говорит сражаться, но мы до этого читали раньше, что как Бог описывает свое слово. Он говорит, оно острее, чем обоюдоострый меч. Бог называет свое слово мечом. В Ефесянам написано в 6 главе: «Наденьте шлем спасения и возьмите меч от Духа, Слово Божие». То есть, и знаете, сколько людей в этом мире прикалываются над Писанием? То есть ты им говоришь, я там кому-то периодически рассказываю, вот я там верующий, я верю в Слово Божие, и они так смотрят, типа, ты Библию читаешь? Я говорю, да, это моя любимая книга, я там читаю Библию, она мою жизнь не изменила. И они такие, ну, понятно все с тобой. Они большинство из них очень вежливые люди, потому что я там на работе с ними общаюсь. Но они все равно, у них такой вид, типа, ты милый, конечно, что Слово Божие читаешь. Но на самом деле мир этот не осознает на самом деле, что такое Слово Божие. Слово Божие — это меч, это оружие. И это оружие духовное, которое может поразить духовного врага. И Иисус нам говорит, Бог нам говорит, чтобы мы противостояли дьяволу. Мы не можем никак иначе противостоять дьяволу, как через Слово Божие. И Иисус, Он сам пример этому дал. Когда Он пошел поститься, Он 40 дней не ел, не пил, не пил, но Он не ел точно. И в пустыне был. И в тот момент, когда Он ослабел, пришел дьявол к Нему, и Он начал искушать Его. И Он ему говорит, если ты Сын Божий, то сделай вот это, сделай другое. И Бог, Он там не написано, потом Иисус врезал ему. Нет, он по-другому это делал. Он противостоял дьяволу, но не так, как нам иногда кажется, может. Но Он взял Слово Божие, и Он начал говорить, нет, я не буду это делать. Ведь написано, Он отвечал Словом Божьим обратно. Потом второй раз Он приходит, искушает его. И Иисус опять отвечает Словом Божьим. И третий раз Он делал это, и потом Он ушел от него. Это как мы можем побеждать в этой жизни, это то, как мы можем выходить из депрессии, из каких-то проблем, из зависимостей. Нам не стоит смиряться с этим, так же, как если бы был человек здесь, который бы мучил всех нас. Мы бы быстро повернулись, взяли его и как минимум выпихнули из этого здания, закрыли и еще что-нибудь. Также и с дьяволом в нашей жизни Бог вообще не призывает нас быть пассивными в духовных вещах. Может быть, Иисус говорил, поверните свою щеку, но Он не говорил, поверните дьяволу щеку. Он говорил это в другом моменте. Поэтому, наоборот, такой призыв, чтобы каждый из нас уже взял ответственность, взял на себя вот этот момент, что мы не просто какие-то никчемные верующие, которые там какое-то Слово Божие читают. Мы стесняемся все время рассказать об этом. А это Слово Божие, и сам Бог, Он наш защитник. И написано, что побеждающий наследует все. Мы будем все наследовать, если мы будем побеждать. И Бог будет нашим Богом, а мы будем Его сынами, если будем побеждать. Поэтому это мы можем делать только через Слово Божие. Только не смотреть на себя, а поднимать наши глаза на Него. И давайте будем это делать и побеждать. И не будем больше терпеть врага в нашем разуме, в нашей жизни, в наших финансах, вообще во всех сферах нашей жизни.